Akşamlar bugün Kırım işgalinin 695. günü. Efirde Zaman stüdiyada Elmaz Hasan çalışmakta. Nadejda Savchenko'nun adliyecisi mahkeme prosesini uzatmayıp işini fevral ortasında yekünlemege isteyler. Bunu Rusya'da apis etilgen uçucunun tatası Vera Savchenko bildirdi. Onun etkanına göre Nadejda açlıkını devam etti. Türme ekimleri erkun kanına glukoza koşalar. Lakin mahkeme hükümü çıkarılgan son Ukrayna uçucusu kuru açlıkını başlayacak ola. Nadejda'nın yakınları korkalar eğer de Ukrayna teritoriyasında yakalananlar Ukrayna siyasi mabuslerine dönüştürülmesi, Nadejda'nın yaşayışı kafa astında olabilir. Після вироку Надя збирається оголосити голодовку суху, це без води. І, звичайно, ресурси, такі як зараз в неї, то цього буде дуже замало для продовження життя. Ми бачимо, що зараз зриваються обміни в непідконтрольних територіях людей на Київ, на тут утриманих в Україні. Теж причина, ми не можемо домовитись з бандитами. Тоді треба дослухатися до тих, хто може домовитись з бандитами. Якщо треба, як даруйте, бухати з бандитами і це приводить до результату, то чому б і ні? Офіційна сторона України поки що не вдається у них домовитися. Bir hafta evvel gayip olgan kızını Moskvada gördüler. O İgilge kaçmak istegeni tahmin eteler. Şimdi kızını Rusya'nın mahsus hizmetleri kıdırmaktalar. Life News malumatına göre Elvina Razakovanı Rusya paytahtının merkezi bazarlarından birine getirdiler. Kızının bitası bu vakıya babasının sayesinde olgandır dep saya ve onu İslam radikalizminde kabatlay. Kızının babası ise polisiya xadimlerini hareketsizlikte kabatlay. Yanvarın 13'ünde Dubki kasabasında 16 yaşında kız gayip oldu. O şariat kanunlarına riayet etkenini belli. Почему у дочки с ним и скандалы пошли? Он заставлял ее завертываться, намаз делать. Дочка не поддавалась этому, она работала в школе, медсестра. И вот на этой почве у них пошли скандалы. И вот уже сколько лет девочки старше 16 с тех пор изо дня в день. В конце концов дочку старшую он закутал. Теперь вторая на подходе. Тоже начала 5 раз намаз делать. Ладно, Бог с ним. Мы говорим, делайте намаз, но не будьте фанатиком, как папа. Потом я уже так сама себе прокручиваю. У них, видимо, с отцом все было обговорено. Сначала мы думали, действительно с девочкой что-то случилось, а теперь такая мысль, глядя на эту вторую девочку, и папа сегодня приехал, улыбается. Я говорю, что ж ты улыбаешься, у тебя дочь пропала. И вторую, ну-ка оставь, от тебя первая пропала, ты вторую забираешь. У него род души. Предположения самые разные, но после того, как я сегодня с полицейскими пообщался, у меня сомнения относительно их работы появилось. Я вообще не знаю, ищут они или не ищут ее. Потому что они мне ничего конкретно не говорят. Меня возят на полиграфию туда, сомневаются в моих показаниях почему-то. Уголовное дело до сих пор не открыто. То есть они говорят, мы в течение месяца можем только расследовать. Кошек она животных любила. У нее кошечка была, она всегда там как-то лечила ее, там какие-то лекарства. Она на косметолога ходила тоже. Нравилось ей. А как она училась в школе? Нормально, успеваемость. Она закончила 9 классов. Да? Если раньше, мы могли себе позволить выпить, например, где-то там сквернословить, то придя в религию, мы наоборот даже от этого отказались. О каком там взрывах может идти речь вообще? Мои дети точно так же воспитаны. Поэтому привязывать этот ИГИЛ какой-то в том, что она в платке ходит, это вообще безумие. Единственное, что может быть в интернете, там, знаете, как дети, с какой-то психикой, дома, может быть, там какие-то неприятности, может быть, куда-то там можно допустить, но так же, как и все.
Қырым блокада штаб yolbaşçısı Ленур Исламовға қаршы дабір жинайы иш açқанлар. Бұақта Қырымның Русь прокуроры Наталья Поклонская білдірді. Исламовны Херсон вилаятында санки қанунсыз батальон тешкил еткенінде қабатлайлар. Ләкин белли ки батальон Украина территориясында Украинан канунлары эсасында топлана. Русияда блокада штаб yolbaşçысының федераль қыдырувында илян еттілер. Кеченлері есе Қырым татар халық лидері ве Украина халық депутатлары Мустафа Джемилев ве Рифат Чубаров халқара қыдырувға илян еттілер. В отношении Джемилева удовлетворено ходатайство следователя, и мера пресечения избрана в виде ареста, заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента задержания. Кроме того, сегодня было принято решение по материалам прокуратуры Республики Крым следственным отделом УФСБ России по Республике Крым о возбуждении уголовного дела по факту незаконного формирования вооруженного батальона на территории Украины. Қырым парламентінің сабық депутаты Василий Ганышны F апысында қалдырдылар. Қарарны бүгін Киевдегі Днепр район махкемесі чықарды. Бөлеті прокуратура тарафындан сеслендірілген мұражатны ләғу еттілер. Қабатладжылар Василий Ганышны СИЗОға ғайрыдан қайтарылмасыны талап етті. Қадынлардың қарарларынан разы олмаған прокуратура оларға ішенчіні білдірмейіп, шикиетіні сеслендірді. Ама оны да ләғу еттілер. Колегія суддів вважає заяву прокурора про відвід складу суду та висловлені ним доводи у ній усупереч вимог статті 22-26 КПК України за свої судді такими, що не ґрунтуються на вимог статті 75 КПК України, тобто є сумнівним. Прийняття судом відповідно процесуальних рішень з приводу вчинення процесуальних дій, які здійснюються судом під час розгляду справи, не є підставою для відводу колегії суддів та не можуть оцінитися сторонами як сумнів у її неупередженості в межах розгляду даного кримінального провадження. Колегія суддів ухвалила задоволені заяви прокурора Хальзева про відвід колегії суддів Дніпровського суду міста Києва в складі участі Федюка суддів Катющенка, Гаврилової відмовити. Ухвала оскарження не підлягає. Судовий розгляд продовжується та в подальшому будуть досліджуватися докази. Ми з часом оцінимо ці ухвали, які прийняв Дніпровський суд, та відповідно будемо реагувати в межах кримінально-процесуального законодавства. Зі сторони обвинувачення залишився один недопитаний свідок. Я вважаю, що ті заходи, які застосував суд до нього, забезпечать його явку на наступне судове засідання. Є деякі свідки, які перебувають на окупованій території, і у них є певні складнощі з виїздом. За нашу інформацію, є одна особа, якій в принципі не дозволено виїзд через боргові питання, а є люди, які не рекомендують не виїжджати. Қырымда Полониядан келген журналист ве блогерлер болына. Олардың зияретіні польско-русский диалог иш-бірлік бірлешмесі азырлаған. Тешкелячылар білдіргеніне көре журналистлеріні Авропаға ярымада ақында доғыры малюмат берсінлер деп кетіргенлер. Бірінші оларақ мұсафірлерге керич паром кечетіні костергенлер. Бұнен берабер Қырымның Русь акиметі ве Қырым муфтисінен Корышев кечірділер. Мұсафірлерге атты құрылажақ Джума Джаминің бош мейданını да костерділер. Напишут, и хотя бы в какой-то степени польское общество узнает об истинном положении дел и в России, а многие из них, практически половина, никогда не было вообще в России, не только в Крыму. Я очень рада, что здесь приехала, узнала очень достойные персоны, да. Можно было с ними поговорить о очень важных здесь событиях. Қырымда экстремист деп тахмин етілгенлерінің мектуплері оқыла. Русия қавсызлық қызметінің қадимлері ярымаданын әрбір почта бөлігіне базы Қырым сакенлерінің мектуплеріні оқымаға авале еттілер. Незарет етілежек сакенлерінің паспорт малюматлары яшаған ве доған ерлері қайт етілген. Крым реали білдіргенне көре почта қадимлері берілген жедвелге көре бірде-бір адамға мектуп келсе, буақта шу дахасы yolbaşçılarga haber etmek gerekler. Энергоблокаданын башлануынын Ахмезжид ве Яхын көйлер арасында çalışkan троллейбусларының юріші тоқтатылды. Симферополь-Перевальная бірінші маршруты шер ве көйлер арасында юрген екені нахлие вастасы еді. Енді есе шерге барып етмек үшін инсанлар бір хач саат тұрақларда тұрмаға мечбур. Троллейбуслар еріне қошма нақлиятлар ойледі пейда олмады. Bu yönelişte çalışkan автобуслар ise күн рых-марых инсан еле толды.
Энзияды мектеп талебелері вене фахалар зарар көре. Энді олар эвел бедава yol парасы еріне 12 рубле төлемеге яда жаяв кетмеге мечбур. Во-первых, с утра невозможно уехать. В город я ехала позавчера, наверное, сколько? Часа 2 я потратила. 2 маршрутки полные ушли, 3-я тоже почти, в общем, взяли меня. Когда ходил первый, у нас разгрузка, особенно, хотя бы вот утром, когда школьники едут, мы вынуждены, у меня муж отпрашивается и везем, невозможно уехать. Вот, понимаете, нам без первого нам очень плохо на самом деле. Хотя бы вот обед и утро нам нужен этот троллейбус очень. Без троллейбуса плохо. Без троллейбуса. Да, хоть дети бесплатно ездили по ученическим системе, а так приходится платить 12 рублей. Не заплати, скандал поднимают, шофера не берут. Или не возьмут. На худой конец не берут их вообще, если честно сказать. Мне надо было срочно в больницу, я пришла на остановку на Пионерской 4. Там тьма тьмущая людей было, не могли уехать ни в школу, ни на работу. И больше часа не было маршруток. А троллейбусы вообще не ходят. Люди, конечно, очень волнуются. Хотя бы пустили эти троллейбусы, не троллейбусы, маршрутки. Уже как троллейбусы. Если троллейбус нельзя, так уже мы не требуем. Қырымда электроэнергия фиатлары 2 кере зияде артты. Фиатлар 600 киловаттан зияде масраф еткенлер. Üçün көтерілді. Егер эвел 600 киловаттан устун чыхан электроэнергия üçün 1 рубле 88 капык төлемеге керек олған олса, шымды 1 киловатт üçün аман-аман 5 рубле төлемеге керек олacak. Айда 600 киловаттқа қадар электроэнергия масраф еткенлер üçün фиатлар денішмеді. Тарифы на объемы от 0 до 600 киловатт-часов в месяц не изменились. Они с 1 января остались такие, какие были у нас в прошлом году. Но за счет этого существенно возрос тариф на объемы потребления свыше 600 киловатт-часов в месяц. Если был раньше рубль 88 вот на промежуток, скажем так, от 600 до 800, то сегодня это 4,95. То есть значительно больше, чем в 2 раза возрос этот тариф. Поэтому я настоятельно всем рекомендую, всех призываю обратить самое пристальное внимание на режимы потребления электроэнергии. Ярымадада да домыз гриппы тарқала. Бүкінге еді инсан H1N1 гриппенен қасталанғанын таздықладылар. Қырымның баш санитар экімі Наталья Пеньковская білдіргенне көре бұл эпидемия көстергічі дегіл. Ләкин вазиет эпидемияға яқынлаша. Кечкен аптаға низбеттен хасталық севесі 73%-ға артқан. Белли ки Украинада домыз гриппінден 60 инсан эляк олды. На сегодняшний день мы имеем 7 случаев лабораторно подтвержденных, определенных как вирус гриппа А H1N1. Хочу отметить, что удельный вес возбудителя вируса гриппа А H1N1 на сегодня в структуре всех лабораторных случаев составляет 53%. Температура длится от 3 до 5 суток, высокая, очень сложно, иногда поддается жаропонижающей по действию. Поэтому это надо учитывать. Плюс очень сильная головная боль, боль в суставах, в мышцах, выраженная слабость. И плюс присоединяется катаральное явление, сухой навязчивый кашель, насморк, першение в горле. И вот эти состояния, оно очень тяжелое. Москва ve Лондон арарлары кергенлеше. Кеченлері Бuyuk-Британия махкемесі сабық ФСБ хадимы Александр Литвиненко өліміне Русия президенті Владимир Путинны аляхасы ола білгенні таздықлады. Литвиненко 2 сенесі Лондонға қачқан еді. Анда есе Путиннің тынқытыны девам еттірді. 2006 сенесі оны зерледілер. Тақиқат білдіргенне көре өлдірівні Путинны қорыв идаре қадимы Андрей Луговой ве президенттің іш партнеры Дмитрий Ковтын бежергенлер. Бuyuk-Британияның Русия елчілігінде тақиқат нәтижелеріні қанунсыз кебе көрелер. Путинны матбуат кәтібі Дмитрий Песков тақиқатны Британия шақасы кебе изатлады.
То, что произошло, приводит в состояние шока. Этот доклад подтверждает то, в чем мы всегда были уверены, и в чем было уверено последнее лейбористское правительство, что это ужасающее убийство было осуществлено с ведома государства. Именно поэтому предыдущее правительство приняло решение выслать российских дипломатов, выдать мандаты на арест и отказаться от сотрудничества с российскими спецслужбами. И эти меры действуют до сих пор. Русияда Путин карикатурасы üçün 46 яшлы Екатеринбург сакины Екатерина Валагженинованы ичтимайы ағда ерлештірген малюмат üçün махкеме етелер. Қадын Русь акиметі вемели Русь тақымына қаршы нефрет дұйғысы üçün қабатлана. Екатерина Тюкян сатыдысы. Обыр озы 12 яшлы қызыны остыре. Қадын о сәйфесінде Владимир Путинге ошаған кышыны фоторесімні ерлештірді. Ресімді инсан Донбасс харитасы үстінде пычақны тута. Ресім астында пезевенкні тоқтат деген сөзлер yazылған. Бұндан да ғайры Екатеринаның сәйфесінде Русиялеріні даими құллар кебі тариф еткен бірқач шиыр ерлештірген. Она разместила изображения, а также изображения, содержащие текст, признанные экстремистскими. Эти изображения вызывают ненависть и вражду по отношению к тем лицам, которые поддерживают официальный курс России в украинском вопросе, в том конфликте, который был между Украиной и Россией. Здесь вопрос о том, что ее взгляды, она их выражала по месту своей работы, в переписке с другими лицами, в общении с другими людьми. Это именно призывы. Она выражала свою позицию активно, не только лайком, не только репостом, но и в своей повседневной жизни, на работе, общаясь с людьми в переписке. Все это было исследовано судом. Обвиняют в разжигании межнациональной розни и экстремизме. 282 статья, хотя я всегда только выступала за мир, дружбу между народами и против войны. Для ознакомления, для личного я просто взяла себе на страничку стихотворение как альтернативную точку зрения. Нашим спецслужбам показалось это криминальным, что украинский народ называет их оккупантами, но по крайней мере, украинцы на своей земле. Так что они... То есть точку зрения Украины я запостила, и получилось такое. Бусонки хабермасы еді келініс дайыма бірлік олайық. Сағылықнен қалмыз.